Всем здравствуйте! На телеканале Якутия-24 программа «Мы вам покажем». Находимся мы сегодня в Нижнем Бестяхе, в творческой студии, называется она «Аяр Кут». И в гостях мы как раз-таки у руководителя этой студии Марины Оконешниковой. Марина, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как давно, недавно вы открыли свою студию? Месяца даже нет. В феврале 10-го мы открылись. Скоро будет месяц. Только, да? Только. Ага. Ну, кто занимается у вас? У меня в основном занимаются дети в будни. И мастер-классы я провожу по выходным или индивидуальные вечером. Для всех желающих мастер-классы? Да, для всех. Ага. А мастер-классы по живописи, получается? Да, по живописи. Сейчас, да, по живописи, а потом будет, я добавлю еще, в планах есть другие еще направления, да, добавить. А что планируете? Я вот недавно познакомилась с папье-маше. Я хочу вот это добавить. Потом скульптурную живопись тоже хочу добавить. В плане есть. Ага. А про образование расскажите. Вы, получается, художник, специально отучились где-то? Да, я училась в училище. Романову я закончила. И работала в школе 6 лет. Потом захотелось свободно что-то открыть. Что-то свое, да? Да, свое. И вот студию открыла, и вот так сейчас работаю так. Ну и сегодня мы даже можем сами попробовать, да? На себе я могу попробовать, что значит нарисовать красивую картинку, да? Выбор наш пал на тюльпаны, но поскольку весна, такой цветок, который очень, да, весенний, символичный, да? Символичный, как раз праздники, да, 8 марта. Обычно девушкам, женщинам дарят именно эти цветы, поэтому мы решили нарисовать сегодня тюльпаны. Расскажите, что, да, как называются наши материалы, которые необходимы? Так, рядом, да, надо поставить? Чтобы смотреть. Это у нас... это готовые такие фанерки. Специальные? Специальные, да. Ага. Сейчас начнем с фона. Так, вы мне говорите, потому что в последний раз я держала кисточку лет 20 назад. Так, водичка у нас есть, кисточки. Кисточку какую, любую? Пошире вот это. Пошире, да? Ага, и начинаем мы с фона. Да, белилу с голубым смешать, и получится вот такой примерный цвет. Так, смешиваю так, видимо, да? Больше, Побольше. Побольше белого еще. Еще побольше белого. Так? Да. Все правильно? Да. Ага. И уже можете фон закрасить все. Вот эти тюльпанчики только оставить. Да. Ага. Марина мне любезно уже тут нарисовала карандашом, чтобы я могла, да, спокойно. Так. Самой вот интересно, какой будет результат в итоге. Что у нас получится. А вообще люди приходят к вам с опытом каким-то художественным или вообще в первый раз кто-то может? Обычно приходят без опыта. Люди хотят отдохнуть от быта, да? И приходят просто для души нарисовать что-нибудь для себя. Сейчас модные такие простые картины, да? Интерьерные. Да. Любой без опыта человек может нарисовать себе, да? Как арт-терапия. И на прошлой неделе приходила одна женщина, она уже более-менее рисующая, да, и на индивидуальные по масляным. Надеюсь, еще будут индивидуальные, которые будут приходить. А что чаще, какая тематика? Сейчас картин. актуальны цветы. Обычно так рисуют цветы и воздушные шары. Да? Ага. Уже несколько человек нарисовали воздушные шары. Интересно.
А почему шары? Не знаю, вот эти же летающие воздушные шары же Ага. есть, на которых люди катаются. Большие, огромные, да? да? Ага. Их рисуют, да, люди? Ага. Мгм. Так, а что за краски у нас? Ну, вот эти краски акриловые, они быстро сохнущие, и поэтому подойдут даже такому, как сказать, малоопытным людям, Мгм. потому что их можно сразу потом, если что не так пройдет, да, поменять уже Мгм. и ну, сверху нарисовать, поправить можно быстренько. Так, я все делаю правильно, да? Да? Так, а сколько примерно длится, скажем так, мастер-класс, да, ваш? Ну, по-разному. Зависит от опыта человека, да, и от выбора, ну, размера холста. И от сложности выбранной картины. То есть сначала, да, всегда наносится карандашом, да? Я так понимаю, Ну, да? бывает еще такие картины, когда уже можно начать сразу краской. Мгм. Так, а вы сами как часто рисуете? Ну, я на заказ рисую, да, в основном моя Ага. техника, как сказать, я люблю животных рисовать, да, с детства, поэтому я в 11 лет ходила в кружок, потом поступила в художественный, и получается до сих пор, ну, для себя как будто недостаточно хорошо рисую, поэтому я хожу на всякие курсы тоже сама. Ага, ага. Ну, онлайн сейчас тоже учусь. И ну, я вот хочу, чтобы у меня был опыт больше. Так как я только училище закончила, да, как будто у меня знания не хватает. Еще дальше хочется, да, идти? Ну, я человек разносторонний, как бы сказать, поэтому я люблю учиться, набивать опыт, как говорится. Так, ну что, с фоном у нас Да, уже нормально? Все. нормально. Зелёный такой. Сейчас уже можно вот эти листья рисовать. Какие? Вот эти? Вот из темных можно начать сразу. Зеленый с этим, с ультрамарином. Так, наверное, вот такой, да? Правильно? Да, Так, зеленый с темный. вот этот. Да. Еще зеленый. Какой насыщенный. Еще синего чуть-чуть. И можно уже вот этот участок покрасить. Так, это у нас где-то вот здесь, да? То есть я рисую. Между вот этим и вот этим. Между двух. Тут. Так, мамочки, сейчас испорчу. Ну ничего страшного, можно потом. Вот так. Да. Все правильно. Да. Главное тут не бояться, да? Сразу. Все. Так, примерно, да? И сразу тут вот этот участок надо все закрыть, чтобы рисунок не казался, чтобы там отдельно живет. То есть полностью. Да. И подмешать с синим. Ну, вот этим с голубым. Еще тут зеленое можно. И тут такие участки тоже сделать. Ну, размазать, чтобы вот так. Да. А здесь? Ну вот здесь чуть-чуть вот такого света нужно. Так.
чуть-чуть светлый. С Так. этой стороны тоже. Так, мне сложно. Тоже так, да? Да, да, да. И вот так вот. А, И вот этот участок можешь тоже, да, покрасить. темный, да? Что-то слишком. Вот тут тоже потемнее, как тут. Да. Это так? Да. И уже можно начать сверху листья тут и тут. Вот. Можешь чуть желтого добавить. Так, а девочки у вас как давно занимаются? Ну, они с открытия. С открытия, ага, записались Школьницы, уже. Да, да? школьницы. По названию студии, чья была идея назвать, да? Почему Аяр Кут, что означает, да? Аяр-Кут, как сказать, душа, которая любит творить, да? Ну, кратко так. Соцконтракт у нас с Павловски мы отбор прошли, в Лусе будет. И вот 10-го должна защитить. И оборудование хочу купить, чтобы тут все было как на профессиональном уровне. Ага, чтобы как было. надо, да? Да, как надо было. Так я могу прорисовать? Да, да, да. Ну, примерно так, да? Ага. Можно приступать к цветочкам. Да. Цветы у нас... Ну вот с этих с дальних, да? Желтенькие, да? Да, тут можешь между этими желтый с белилой добавить. И получится у тебя Так, да? фоновый, да. Так, так, да? Но он чуть-чуть как виден и не виден, да? Поэтому можно вот так. Примерно. Ага. Так, наконец-то мой любимый цвет. Мы дошли до него. Да? Так. И потом вот Ага. У меня такое чувство, что я что-то неправильно делаю. Вот, Не-не. пожалуйста. я покажу. Ага, конечно. Вообще, вот как сказала Марина, изначально она показывает, а не вот так, как сейчас мы делаем. Сочиняет Катя на ходу. Как сказать, растяжки делаешь. Ага. И так вот. А тут потемнее сделаешь. И в середине так чуть-чуть беленько ставишь. Да. Вот так, да? Пока подсыхает, да, вот это сделай. Так, здесь у нас уже какой? Фиолетовый, да? Розовый, ага. Мы смешиваем. Вот этот. С ультрамарином и с розовым потом. Вот эти лепесточки. С ультрамарином вот этим. Да. Вот сделаешь и вот этот сделаешь, потом так сделай. Ага. По бокам, да. Да. Марина, что самое приятное в вашей работе? Ну, я прихожу иногда, сама тоже рисую после них, да.
это мой угол, где я могу рисовать, то у меня как и мастерская своя, и люди, которые приходят тут занимаются, да, тоже. Ну, как сказать, вдохновение, чтобы прибавилось. Когда я рисую с людьми, тоже вдохновение тоже иногда просыпается, тоже хочется рисовать. Заканчиваю заказы. А на заказ вы рисуете животных, да? Ну, в основном, да. Тут чуть-чуть красненького, да, наверное? Да. Так? Как-то так. А вот по-вашему, картину можно испортить? Ну, картину можно испортить, как сказать, черным цветом. И она бывает, используешь черный цвет, да, неправильно, и тогда у тебя вся картина в грязи как будто бывает. И потом исправить это очень То сложно. есть избегать черных, да, Да. цветов нужно? Черных и ядовитых. Ну, правильно используемый черный тоже может дать акцент, да. Где-то он необходим, да? Да. Верно. Вот здесь вот мне как-то хочется Чуть-чуть синего добавить, чтобы он был такой, такие надо добавить, кажется. Полоски, как у листьев, да? здесь вот чуть-чуть. Слишком. Непонятно, да? Еще надо пожиже, да? Краску взять. Что как-то не могу понять. Вот такие штучки добавить. Так, что еще добавить? Ну, вот эти надо нашей закрыть, картине? белые. Везде, да? Чтобы они в глаза не бросались. И тут тоже полоски добавить. У нас обычная тишина. Впрочем, как сейчас, да? Да. Ага. Молча все это. Да, когда увлекаются, вообще тут приходит, как сказать, 8-9 человек, да. Если увлекаются, они вообще молча В рисуют. полной тишине все. Да, в полной тишине. Ну вот маленькие дети, когда приходят, им уже поднадоедает, они там начинают. А взрослый мастер-класс обычно проходит в тишине. Почти. И вот этот верх не надо чуть поправить. Так, а как подправить? Синюю надо добавить. Под этим тоже можно сделать потемнее, да, чтобы, чтобы стебель не резкий был. Вот здесь? Да.
Мгм. Здесь тоже. Вот здесь. Стиль. И здесь тоже. Да-да-да. Почти уже все. Почти, да? Так, Чуть еще можно потемнее сделать тут. вот здесь. Так, Зеленый, вот это, да. да? Вон. Можно еще фиолетовый добавить. Да-да-да. Так, и Вот этот стебель не трогать, а по бокам потемнее сделать. здесь вот, да? Да. И вот тут тоже по бокам можно такой же цвет добавить. И такой же цвет тут тоже есть, да? Тут. И тут. Все? Можешь тут подпись поставить. Давайте. Обычно так делает. Так, а чем? Тоже кисточкой? Тоненькой. Так. Можешь розовым. Там Потемнее, наверное, да? Или как? розовый. Сразу взять. Розовый? Так, прямо подпись? Можешь инициал просто. К. Да? Все? Все? Ну что, дорогие друзья, мои хорошие. Шутка, это была шутка. Так, ну что, друзья, не могу, ну такое, знаете, чувство гордости у меня, да? Как она? Ага. Смотрите, вот такую красоту мы вместе с Мариной сотворили сегодня. Прекрасные первые весенние цветы, тюльпаны. Не зря говорят, что творчество, оно расслабляет, да, даже как медитация, да, очень полезно. Да. Действительно, я сама чуть не уснула, пока рисовала, но в хорошем смысле. Прям очень расслабилась, захотелось как-то вот лечь спать после такого. Душевная, да, Да, отдохнула. да, такая гармония случилась, да, если можно так выразиться. Марина, спасибо вам большое за Пожалуйста. такой прекрасный мастер-класс. С радостью буду хранить эту картину у себя в памяти о нашей встрече. Вам творческих успехов Спасибо. дальнейших, чтобы все ваши планы, которые вы наметили, реализовались. И как можно больше людей занималось творчеством и приходило к вам. Спасибо. Спасибо.
До встречи. Еще увидимся. Это была программа «Мы вам покажем». До встречи в следующих эфирах.